Сейчас мы открываем совсем новый мир. Тизенгаузен — это было наше все до определенного времени. Это вообще академическое издание, которое вообще впервые на русском языке было опубликовано в полном виде. Золотая Орда названа Татарстаном. История человека, который побывал в двух мирах. Без знания персидского этот источник невозможно было перевести. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, сегодня наш выпуск «Актуального прошлого» посвящен истории Золотой Орды, но не в плане раскрытия каких-то темных сторон или светлых пятен, белых пятен истории, а что касается основы исторических исследований, собственно, исторических источников. Еще совсем недавно казалось, что весь корпус исторических источников исчерпан, и работали многие поколения ученых. Ну, прежде всего, здесь надо вспомнить работы Тизенгаузена, который делал выжимки, выписки из многих сочинений, посвященных Золотой Орде. Но оказалось, что по мере того, как мы изучаем эти самые источники более плотно, что, во-первых, не всегда Тизенгаузен владел всеми списками и хорошего качества списками. Некоторые были довольно значительные утраты, но и он выбирал то, что считал необходимым. Однако в последнее время оказалось, что многие сведения требуют пересмотра и более тщательного изучения. В связи с этим я хотел обратиться к нашему коллеге Ильнуру Медхатовичу Миргалееву, который, собственно, возглавляет работу по изучению вот этих самых источников по истории Золотой Орды. Ильнур Медхатович, какие у нас есть в последнее время достижения в этой области? Что мы можем представить как новое слово в изучении Золотой Орды? Ну, как вы правильно сказали, Искандер Леонович, Тизенгаузен — это было наше все до определенного времени. И надо сказать, что Тизенгаузен сам-то издал только одну книгу, выжимки из арабских источников. Дальше в советское время издали уже исправленный, подправленный персидский том. Хотя Тизенгаузен задумал, конечно же, 4 тома. И один том должен был быть посвящен османским, турецким источникам. И в его архиве есть некоторые такие выжимки и переводы. Но все-таки это, как вы правильно отметили, это выжимки все-таки, и не всегда по качественным спискам, и это не академическое издание. Сегодня, когда мы уже издаем источник, стараемся полностью этот источник издать, и издать академический такой, то есть сравнить по мере возможности, по крайней мере, все списки. Сегодня в печать мы как раз подписываем уже перевод книги, которую даже такие крупные ученые, как Смирнов, не смогли издать. Это великолепный труд Ас-Сабусияр «Семь планет о татарских царях» Мухаммеда Саида Ризы. Первую книгу транскрипции мы уже издавали, а вот сейчас он будет издан на русском языке. Это, понятно, очень один из обширных таких великолепных источников. Османских источников, понятно, что там много о крымских ханах, в том числе немного есть и о казанских татарах, но все-таки это османский автор. А он писал на османском или на персидском? Он писал на османском, но, во-первых, там проблема в чем? В его период как раз была мода писать большие предложения. И с аллюзиями, с намеками. Поэтому, наверное, не все там мы сможем понять, потому что есть такие скрытые символические вещи, особенно где проза используется, через прозу он пытается вот это вещи объяснить. Вторая особенность этого произведения, там много персизмов, то есть персидских слов без перевода, то есть
без знания персидского этот источник невозможно было перевести. Поэтому вот у нас как раз Исмаил Гибадуллин, специалист по персидскому языку, как раз он и только и сумел. Параллельно и в Турции, кстати, этот труд издали уже, транскрипцию. Но по транскрипции могу сказать, что не все, кто знает турецкий язык, поймут этот язык, потому что очень сложный язык. То есть не современный турецкий, это именно Конечно, османский. это османский, но такой специфический османский. Без персидского, конечно, этот источник перевести было очень сложно. И там, конечно, очень много обширной информации о крымских ханах. Понятно, автор писал с позиции османских правителей. Это видно и как он оценивает того же Сахиб-Гирея, Сафа-Гирея, крымских ханов. Поэтому это достаточно интересный источник и ждет пока еще своих интерпретаторов, поэтому тут еще... Ну, пока нашим слушателям, может быть, какие-то факты интересные, новые можно привести? Вот факты интересные он приводит, там есть и переводы, или вольные переводы, так скажем, и писем ханов, и проза. То есть это не только политическая история. Много оценочных рассуждений. Это же тоже важно, чтобы Конечно. мы понимали, да, его период, как оценивали уже прошлую историю татар. Поэтому это один из важных источников, и это продолжение нашей работы по изучению османской, крымско-татарской историографии. Несколько лет назад мы издали труд Абдулгафара Карими «Умдат аль-Ахбар». Это вообще обширный, там язык намного легче, он более такой турецкий, но османско-турецкий, не крымско-татарский. И там, конечно, обширная история Золотой Орды представлена с позиции больше крымского татарина, больше крымской там позиции. И в Абдуль-Гафаре Карими Золотая Орда названа Татарстаном. Это тоже очень интересно. Да? То есть и он отличает и монгол, и татар, то есть он разбирался в этих вопросах. Поэтому османская историография, она сейчас одна из перспективных и очень интересных направлений, потому что там достаточно обширная информация о татарах. Насколько я понимаю, значит, до этого мы в основном были знакомы с шейбанидской историографией. Целый ряд источников, который до этого на персидском языке был издан по поздней Золотой Орде и татарским ханством, то сейчас мы открываем совсем новый мир, который взгляд на эту же проблему, но с другой стороны, с запада, можно сказать. Да, Искандер Ильич, вы хорошо знаете, у нас же есть проекты по этнониму татары, по ханствам, по Золотой Орде, то есть поэтому мы смотрим шире, например, латинские источники 2 тома мы издали, да, потом есть проект у нас по греческим источникам, около 15 авторов, которые не полностью введены в научный оборот. Постепенно работаем, есть интересные коллеги из Болгарии, с которыми мы сотрудничаем. Надеюсь, в будущем и этот том получится. Но, понятно, это арабские источники. То же самое у нас специалисты сейчас занимаются персидские источники. По персидским я могу сказать, что Рашид ад-Дин — это наше все для востоковедения. И у нас в Казани, в нашем институте, нам удалось найти, заполучить и издать академические издания и факсимиле, и перевод Шуаба Аджгана Рашида ад-Дина. Мирового значения источника. Мирового значения, да, и самое главное, там, понятно, Рашид ад-Дин — это официальный историограф и официально собирал информацию, это была немного закрытая информация о семейных линиях чингизидов, и без этого труда, конечно, нам было сложно бы восстановить всю эту генеалогию, там до Узбекхана доведено, поэтому это один из важнейших, наверное, источников, введенных нами в научный оборот. И понятно, шейбаниды, должен сказать, что мы издали Утаймиша Хаджи,
Кара Таварих или Чингизнаме издали полную версию, не ташкентскую усеченную, а вот полную с продолжателем, который принадлежал Ризайдину Фахриддину, в дальнейшем оказался у Заки Валиди Тогана. Он на основе этого источника писал свои работы, но вот, к сожалению, этот сам труд не был доступен. Но благодаря нашим турецким коллегам мы смогли заполучить копию рукописи и в дальнейшем перевести и издать. Она уже издана на русском языке. И вот сейчас у нас готовится, в следующем году, надеюсь, нам удастся издать. Это Таварихи Гузидей Нусратнама, как раз 1500 года. Это одна из самых обширных, наверное, шейбанитских хроник, да. И понятно, что там с позиции, может быть, шейбанидов, но, опять же, история и татарских ханств, и шейбанидов, и Сибири, и продвижение шейбанидов, выдавливание тимуридов. Мухаммед Шейбани — это один из таких последних стратегов жучитского мира, наверное, такого всеобщего, Абул-Хаир, Мухаммед Шейбани, да. И этот труд тоже использовался по изданию Акрамова, там несколько списков, но, к сожалению, полного введения научного оборота такого не было. И я надеюсь, вот через год нам удастся этот источник издать. И вот в этом направлении мы еще смотрим на тюркские или тюрко-татарские источники. Прежде всего это Дефтер Чингизнема вот у нас в планах. И это целое направление, так скажем, корпус посвященных Идыгею, Туктамышу. Вот этот корпус названный... То есть это основа, на основе которого возник делал Дастан, произведение свое написал Исанбет. Да, но если смотреть татарские версии, то Исанбет же взял в основном прозу только. Ну и Куперщик, так называемый, да, то есть добавлял, перерабатывал. Это великий труд, и должен сказать, когда я смотрел я полностью просмотрел архив Наки Исанбета, должен сказать, что он делал как ученый, без добавления от себя. Он везде указывает свои источники. Там вопросов нет насчет научности и так далее. Но это немного жанр такой через прозу, да, такой народной версии. И ему удалось собрать вот разные версии и назвать условным названием Идыгей. На самом деле там Дастаны Идыгей, Мурадым, Идыгей, Туктамыш, Кадр Берди. То есть это одного жанра, но разные направленности. То есть как бы отдельные песни, которые он собрал в единое произведение. Да, вот тот же Будайби, например, это отдельный же Дастан, но он его удачно включил, свой Дастан, да, вот это то, что вот последний вариант. И нужно сказать, что наш Дастан-то он первоначальный вариант только опубликован, а на самом деле в архиве Наки Исанбета второй, переработанный после научных рецензий. Поэтому и мы как раз хотим, во-первых, опубликовать вот переработанный, более правильный с научной точки зрения вторую версию Дастана Идыгей и все татарские списки. Все татарские списки, а там достаточно обширная информация, с конца 14-го, начала 15 века, именно по Золотой Орде и именно имеющие отношение к нашей географической зоне, то есть это Среднее Поволжье. То есть это не ногайский список, не казахский, не узбекский, это а именно... тоже, да, достаточно такие дискуссионные вопросы, хотя как бы говорит о том, что у них нет такого корпуса. Естественно, есть, но вот если татарские мы смотрим, то у нас и в количественном отношении их больше, и они обширные. И есть статья Самойловича, кстати, опубликована, как оказалось, в усеченном виде, а в самой рукописи мы ее опубликуем. Как раз он там и показывает, что вот татарские версии он смотрел, и казахские коллеги смотрели вот версию Самойловича, которая представлена татарами, и как раз он там пишет, что казахские коллеги сличали вот эти списки, и у них было много непонятных мест, благодаря вот татарским рукописям они смогли это просчитать. То есть они менее полные. Менее полные, и нужно посмотреть еще, сколько их. Мне казахские коллеги говорили, что их
около 40, возможно. У нас тоже разные цифры назывались, но я думаю, около 30, возможно, у нас списков, и может чуть больше, но больше 10 списков этого круга, они вообще не введены в научный оборот. Поэтому и в этом направлении мы работаем. И вы правы, вот эти источники, их же еще нужно интерпретировать, анализировать, а это уже немного дело будущего, и поэтому корпус этих источников уже позволяет говорить о том, что мы углубляемся как в фактологическом отношении, то есть много конкретики уже идет. Например, по богословским я могу сказать, что издание «Календар-Наме» — это огромный труд, также введению научного оборота. Да. Махмуд аль-Булгари, Нахджель Фарадис. Как раз мы благодаря им можем понять уровень богословия в Золотой Орде. И самый интересный период рассвета «Календар-Наме» и период смуты, чумы, и какие вопросы их волновали. И это, кстати, очень хорошо видно, если в «Календар-Наме» красной линией проходит, что вот мы должны усовершенствовать свой иман, мы должны любить Аллаха, и он создает ушаки, новый тарикат, то есть влюбленные в Аллаха. Да? А Махмуд аль-Булгари — это период чумы, смуты, и он говорит... Смуты в умах. И в умах, и он говорит, почему вот все это с нами происходит. Это как раз отражается в этих трудах. Он говорит, потому что мы плохие мусульмане, как бы вот небольшой период, да, но мы видим, что богословие как реагирует вот на эти политические события, да, то есть это то, что потом перешло до второй Чингизнаме, тоже такие же мотивы, да. Почему Тимур пришел, да, почему, по нашим грехам. Разорение, да. Вот, наказание. Но не могу не отметить, что есть и еще одно направление, которое разрабатывается, это публикация, то, что до сих пор не было сделано, публикация сборника летописи Кадыра Алибека. Да, это вообще академическое издание, которое вообще впервые на русском языке было опубликовано в полном виде. Это достаточно такой важный источник. Понятно, этот источник наши татарские археографы, начиная от Рахима Али Рахима и нашим Миркасым Усмановым, знали и исследовали, но вот наш коллега Рысбек Алимов, кыргызско-турецкий, так скажем, исследователь, он нашел еще 2 списка, сравнили все эти 5 списков, кроме перевода, то есть там и транскрипция, и параллельно нам удалось издать книгу Замзамии Хисамиевой, как раз ее диссертация, языковой анализ. Должен сказать, что это полный языковой такой хороший анализ, и вы тоже сами слышали, наши филологи даже сказали, что вот по филологии уже давно вот такого качественного исследования не было, да. Это тоже важно, потому что... Нет, исследование было сделано давно, просто почему-то не лежало под спудом, да. И то есть это тоже очень важно для понимания этого источника, это, так скажем, поздняя джушитская историография 1602 года в Касимовском ханстве. Да, мы знаем, там Ураз Мухаммеда, он есть в источниках, но сам Кадыр Алибек, он в русских источниках не отражен. И как раз версия Миркасыма Усманова, да, что он Карачабек Сибирского ханства, это все вызывало дискуссии, и в итоге сейчас даже вот после публикации этой книги наш один московский коллега Андрей Беляков, он сказал, что он переписывает свою книгу, как раз посвященную, потому что достаточно много новой информации. Мы, кроме публикации источников, стараемся проводить или круглые столы, или конференции, чтобы анализировать. А вот в этом случае мы даже один номер журнала посвятили Кадру Алибеку. В итоге я считаю, что нам удалось собрать всех специалистов, кто занимается этой темой, и проанализировать разные стороны. И в итоге там есть абсолютно уже новые утверждения. Во-первых, один ли это автор писал, перевод ли Рашида ад-Дина, как показывает исследовательница,
Динчер, турецкая исследовательница, она показала, что нет, это немного другого автора, то есть этот источник еще не раскрыл, Раскроет, да, не раскроет все, потенциал. да, поэтому это тоже очень важные источники, ну, по разным направлениям уже, включая и политическую историю, и структуру, там как раз вот эти Карашибеки, да, кстати, один из, наверное, где более детально описанных источников. Нигде Да. больше нет. Да, поэтому... Настолько детально прописан весь церемониал возведения на престол хана. Да, и то есть вот эти источники позволяют разные аспекты, что очень важно рассмотреть, то есть не только речь идет о политической истории. Поэтому и мы, конечно, я считаю, что смогли уловить, что вот эта богатая жучитская историография, созданная, наверное, вот, ну, с XIV века, такая мусульманизированная татарская история, она все-таки была сохранена. В дальнейшем мы видим, что Татищев, например, дружил с татарскими муллами из Каргалы, из-за Казани, и получал у них переводы и восточных источников, и использовал вот этот корпус, который мы называем Дефтери Шингизнеме, это же тоже не один источник на самом деле, там разные тоже достаны, да. И вот этот круг, и как раз этот круг попал, кстати, и в труд Кадралибека, где он как раз вот достаны о золотоордынских ханах дает. Поэтому эта историография была сохранена и в русский период, то есть не все было потеряно, но, понятно, с большими потерями, но мы можем уловить остаток историографии золотоордынской периода, ханского периода, да, вот в этих достанах, и их уже совершенно по-другому надо исследовать, не только как фольклористы, как филологи, а именно как историки мы их должны рассмотреть. Да, я бы еще сказал один очень интересный аспект, который позволяет изучить этот источник. Это так называемая микроистория, то есть история человека, который побывал в двух мирах. То есть сначала он был карачебеком или каким-то приближенным в сибирском ханстве, был человеком восточной среды, мусульманином, а потом попадает на русскую службу и здесь попадает в новые условия. Как вот ведет себя человек в двух мирах, и как он это рефлексирует, как вот он создает эту историю. Это, мне кажется, одна из таких прорывных направлений. И вот эти источники, конечно, позволяют решить этот вопрос.